Бугульма. Что вам рассказать про Бугульму? Для провинциального городка его история богата на события. Но не будем углубляться во времена совсем далекие. Начнем с середины 18 века. Время пугачевских волнений, по стране бунтуют крестьяне, в том числе и в этой местности. Тут, в Бугульме, находится штаб-квартира главнокомандующего правительственными войсками. Неожиданно. Вскоре по приказу Екатерины Великой Бугульма получает статус уездного города Уфимского наместничества. Чуть позже его относят к Оренбургской губернии, а с середины 19 века город уже принадлежит губернии Самарской и живет вполне себе благополучно. Вы удивитесь, работают около 40 заводов и заводиков – кирпичные, гончарные, маслобойные. Также город прославился своими ярмарками. Торговые пути проходят через Бугульму и привлекают сюда помещиков, промышленников и богатых купцов. Вы же понимаете, да, что не всякий город в Российской империи мог похвастаться железной дорогой. А Бугульма могла, и это случилось в 1911 году. Технический прогресс приехал в Бугульму на паровозе. На нем же, на паровозе, в 17-м приехали большевики, и как раз станция Бугульма стала центром боев за советскую власть. Возможно, вы не знаете, что чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек в 1918 году служил здесь помощником красного военного коменданта. Спросите, как он сюда попал? Вероятно, тоже на паровозе. А вот то, что вы точно знаете, так это то, что Бугульма стала городом Татарской Советской Социалистической Республики. И произошло это в 1920 году. После революции, гражданской войны и коллективизации Бугульма была в упадке. И вы думаете, что это конец? Но нет. Возможно, Бугульма стоит на каком-то месте силы, и ей снова достается счастливый билет. Открытие Ромашкинского нефтяного месторождения дает городу новый импульс. В 50-м году здесь базируется объединение Татнефти. Открывается научно-исследовательский институт, сюда едут работать ученые и специалисты со всей страны. Строится машиностроительный завод для производства нефтепромыслового оборудования и сопутствующих механизмов. Вы не поверите, но за короткий срок население города увеличивается аж в 10 раз. И это еще не все. В районе тоже начинается нефтедобыча. Вырастают поселки, которые сейчас очень даже современные, со школами, детскими садами, домами культуры. А клуб Татнефть-Вела известен далеко за пределами республики. Вы спросите, что с Бугульмой? С ней все хорошо. Это небольшой город со своей атмосферой и характером, где объединились передовая наука, самобытная культура и интересная история. Настоящим технарям обязательно понравится в Бугульминском машиностроительном техникуме. И да, для любителей спорта реконструируется стадион «Энергетик». Татнефть любит инициативных ребят и грантами поддерживает их социально полезные идеи. Тот, кто хорошо работает, тот обязательно должен хорошо отдыхать. Для них благоустраивают дворы, для них культурные и спортивные программы. Ведь дарить эмоции – это бесценно. Мы вместе. Без берега Бугульма.